Без бессмертного полка и салюта. Но не менее ярко и торжественно республика готовится к празднованию Дня Победы. Несмотря на изменения в этом году, программа на 9 мая подготовлена обширная. Мой коллега Павел Королев прогулялся по столичным улицам и готов рассказать, как мы будем отмечать один из главных праздников нашей страны. Традиционно 9 мая начинается с возложения цветов. В городах и районах Коми жители понесут их памятникам воинов-освободителей. В Сыктывкаре это место – мемориальный комплекс «Вечная слава». Именно здесь в 40-е годы располагался военный комиссариат. Именно отсюда защитники Родины уходили на фронт. Главное празднование развернется в самом сердце Сыктывкара, здесь, на Стефановской площади. В честь наших ветеранов чеканить шаг будут ветераны боевых действий, представители силовых ведомств, кадеты. Самые яркие моменты парада в прямом эфире покажет наш телеканал. Ну а после того, как с площади уйдет вся техника, здесь развернутся тематические площадки. Пройдет легкоатлетическая эстафета. Традиционного же шествия бессмертного полка в этом году не будет. Патриотическая акция пройдет в других форматах. Один из предложенных форматов – бессмертный автополк. Фотографии ветеранов можно будет разместить на личных автомобилях, такси, ином транспорте. Еще один способ принять участие в акции – нанести на одежду портрет ветерана, а тем, кто работает в этот день, сделать специальный бейдж и носить его в течение всего дня. Как и в прошлом году, принять участие в акции можно и в онлайн-формате на сайте бессмертного полка. А предприятиям и организациям республики в преддверии 9 мая предлагается создать стену памяти бессмертного полка. Специальные стенды, на которых работники смогут прикрепить фото своих ветеранов. Ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут прийти на площадь, будут поздравлять прямо на дому. Под их окнами будет играть настоящий военный оркестр. Между тем, каждый может нести свой вклад в оказании помощи нашим героям. В рамках акции «Красная гвоздика» и марафона «Мы наследники Великой Победы» идет сбор средств на ремонт жилья ветеранов, покупку лекарств, оказание медицинской помощи. Большое количество тематических площадок развернется в Кировском парке. Мастер-классы, поэтический марафон, выступления коллективов и многое-многое другое. Не забудут и про любителей активного отдыха. Все желающие смогут попробовать сдать нормы ГТО. Пройдут соревнования и показательные выступления по самым различным видам спорта. Скучно точно не будет. В День Победы в столице Коми пройдет множество праздничных и памятных мероприятий. Возложение цветов, митинг, парад техники. Не будет только традиционного салюта, как и в целом по России. Но, как отмечают организаторы, несмотря на это, один из самых главных праздников нашей страны пройдет не менее ярко и красочно. Павел Королев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.